Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как велосипедист, уворачиваясь от одного грузовика, попал под колеса другого. Как одно нарушение правил раскрыло состояние водителя иномарки. А у тебя нет сегодня? Нет, конечно. Пыталась выйти и не смогла. В 17 часов 10 минут поступило сообщение о пожаре в село Шингальчи. Пожилая женщина погибла в огне в своем доме. Это и не только. Прямо сейчас. Пожилой мужчина скончался сегодня в больнице после наезда грузовика на трассе М7. Все произошло в Высокогорском районе. Он ехал на велосипеде по трассе М7 из Казани в направлении Автограда. На развязке над трассой Казань-Малмыж пытался не попасть под колеса одного грузовика и угодил под другой. Нафиса Минязова была на месте происшествия и знает подробности. Можно спросить только один вопрос? Водитель «Газели», увидев съемочную группу, поспешил скорее удалиться с места происшествия. Закрылся в машине. Комментировать произошедшее он не захотел. Все рассказали очевидцы. По их словам, велосипедист ехал по трассе М7 со стороны Казани в направлении Автограда. Проезжая по развязке с трассы Казань-Малмыж, он двигался не рядом с обочиной, а по второй полосе. С краю к мосту прилегает дорога, по которой на трассу как раз выезжала «Газель», а слева от велосипедиста двигалась фура. Видимо, стараясь не попасть под ее колеса, велосипедист машинально стал смещаться вправо, к обочине. В этот момент его избила поднимающийся на мост «Газель». Пострадавшему понадобилась экстренная помощь. Мужчину с различными травмами госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Известно, что он чувствовал себя крайне плохо и даже иногда терял сознание. В больнице пострадавшему сделали операцию, однако травмы были очень серьезные. Справиться с ними мужчина не смог. Около 4 часов вечера он скончался. Сейчас следователям предстоит установить степень вины водителя грузовика в этом происшествии. Нафиса Минязова, Ильнар Хатыпов. Вызов 112. Нарушил правила дорожного движения и вызвал подозрения автоинспекторов. Как оказалось, не зря. Нетрезвого автомобилиста задержали на улице Побежимова. Мужчина уверял, что в этот вечер он не употреблял спиртного. Впрочем, тест на алкоголь доказал обратное. О его результатах расскажет Рамиль Шайдуллин. У тебя нет сегодня? Нет, конечно. То, что он в этот вечер сел за руль, будучи нетрезвым, водитель ДЭО «Некси» отрицал. Мужчина заявлял, что причиной его остановки сотрудниками ГИБДД стало нарушение правил дорожного движения, которые он совершил на их глазах. Ну, пытался проскочить. Остановили за проезд на красный свет. Как бы правильно сделали. В беседе с водителем автоинспекторы заподозрили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы развеять все сомнения, ему предложили в присутствии понятых пройти тест на алкоголь. Отказываться от него автомобилист не стал. Учитывая, что прибор показал наличие спирта в крови водителя, ему теперь, вероятно, придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишиться права садиться за руль сроком от 1,5 до 2 лет. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Попал под машину и попытался тут же убежать с места аварии. На Сибирском тракте, по предварительной версии, автомобиль Hyundai Solaris сбил нетрезвого пешехода. По рассказам водителя, пьяный мужчина выскочил на дорогу на красный сигнал светофора. Что произошло потом, знает Анна Городнова. Я ехал со стороны Арбузова в сторону Халитова. По рассказам водителя автомобиля Hyundai, ДТП произошло по вине пешехода, который переходить дорогу стал хоть и по зебре, но на красный сигнал светофора. Как оказалось, такому поведению была весьма банальная причина. 40 км в час где-то ехал. И просто человек пьяный на самом деле вышел на дорогу на красный свет и все. Избежать наезда на человека водитель Hyundai не смог. После того, как мужчина попал под колеса иномарки, ему немедленно вызвали бригаду медиков. Однако пострадавший встал на ноги еще до их приезда. Мужчина не получил серьезных травм. Он мог не только ходить, но и бегать. Мы его 2 раза только за ним гонялись, чтобы его поймать. Он убегал. Прибывшим на место автоинспекторам пришлось оформлять ДТП без участия пешехода. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Пожилая женщина погибла на пожаре в селе Шингальчи Нижнекамского района. Ее тело нашли спасатели после ликвидации открытого горения. Предположительно, она пыталась выбраться из горящего строения, но сил сделать это ей не хватило. Женщину хорошо знали. Она раньше преподавала немецкий в местной школе. В последнее время жила тихо и скромно. Айрат Назипов с подробностями.
У соседки из окон и дверей валит дым. Такое сообщение поступило из Шингальчей около 5 часов вечера. Через 7 минут к горящему дому прибыла добровольная пожарная команда. В 17 часов 10 минут поступило сообщение о пожаре в село Шингальчи. При прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось горение внутри дома. Из-под кровли дома выходил густой дым. После ликвидации огня пожарные зашли в дом. В 4 метрах от двери лежало тело 81-летней хозяйки. Женщина уже не подавала признаков жизни. Видимо, она попыталась покинуть горящий дом, но не смогла, задохнулась угарным газом. Точную причину смерти назовут эксперты. Односельчане очень жалеют бабушку. Многие годы она проработала учителем немецкого языка. 1,5 года назад под колесом автомобиля погиб ее муж. Жила пожилая учительница бедно и, как они считают, была совершенно одинокой. Теперь люди собирают деньги на похороны. Очень хороший человек. Я помню еще, когда мы учились в школе, она нас постоянно конфетами угощала. Ну, одинокая уж. А вообще хорошая? Да. Очень общительная, нормальная бабушка. Но родственники у погибшей есть, и живут они с ней по соседству. Двоюродная сестра и ее большая семья. Почему не помогали? Отвечают, она отказывалась. Переехать не предлагала, а помощь предлагали. Собрались и ходили туда. А что удивляться? Она сама не может. Кто? Окружающие, мы сами все виноваты. И соседи, и родные, и учителя коллектива. Не так ли? Осуждать не надо. Сейчас родные погибшие занимаются оформлением бумаг и готовятся проводить ее в последний путь. Айрат Назипов, Наталья Лушникова, Марсель Джураев. Вызов 112. Задержали наркокурьера и изъяли у него более 1 килограмма синтетики. Во время раскрытия преступной схемы сбыта наркотиков в Татарстане полицейские вышли на след предполагаемого преступника. Они установили, что подозреваемый находится в Нижегородской области. Правоохранители задержали там 35-летнего ранее судимого мужчину. Изъяли у него больше килограмма амфетамина, общая стоимость которого составляет около 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт синтетических наркотиков». Количество нарушений правил движения водителями общественного транспорта в Казани, по данным автоинспекции, резко увеличилось. Именно это и стало причиной повышенного внимания автоинспекторов к городским автобусам и увеличившемуся числу проверок. Нафиса Минязова вышла с автоинспекторами в рейд и узнала, как возят пассажиров в Казани и каково состояние автобусов. Проверяли как документы, так и техническое состояние подвижного состава. Автоинспекторы отмечают, что на линию автобусы чаще всего выезжают с неисправностью тормозов, рулевой системы и неработающими фарами. Также говорят, что манера вождения оставляет желать лучшего. Из-за резкого торможения падают и получают травмы пассажиры. Проведение таких рейдов связано с тем, что почти в 3 раза участились дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине водителей автобусов. Также, двигаясь по городу, зачастую проезжают перекрестки на запрещающий сигнал светофора, игнорируя тем самым правила дорожного движения. Совершают небезопасные маневры перестроения, с автобусной полосы перестраиваясь на полосу для автомобилей. Так, например, 4 октября на улице Марселя Салимжанова водитель автобуса, проехав на красный, на полном ходу протаранил Ауди. Водитель иномарки и еще 5 пассажиров из автобуса были госпитализированы в больницу. На съемках с видеорегистратора очевидцев видно, что общественный транспорт проехал на запрещающий сигнал светофора. Во время рейда проверяли также и тех, кто осуществляет междугородние перевозки. И вот одно из грубых нарушений – ребенка перевозили на руках. Штраф водителю – 3000 рублей. Вот смотрите, даже у него есть. Есть, да. Почему-то он не поставил, потому что, скорее всего, мы он еще пассажиров дополнительно берет. И ребенку места нет, за которого нужно отдельно заплатить. Всего с начала октября сотрудники ГИБДД выявили 241 нарушение правил движения водителями автобусов. В ряде случаев они вообще не имели права садиться за руль. Нафиса Минязова, Ильнар Хатыпов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.